Ну, меня зовут Крис, я американец, но я живу в Женеве, в Швейцарии. Я провожу очень много времени в Алматы, Казахстан. А первый раз, это интересная история. Я первый раз был в Алматы, это было в 86 году, но это летом было, до событий. Первый раз про Казахстан я познакомился с моей женой, которая из Казахстана, в МГУ. И, наверное, это было в 79 году. И, наверное, это первый раз я слышу про Казахстан. Но у меня есть бизнес в Казахстане. Сейчас это моя главная связь с Казахстаном, бизнес. Я завишу от экономики республики, чтобы было все хорошо. Я создал бизнес сразу после кризиса, потому что это примерно 9-10 лет назад. И на самом деле кризис, я считаю, был полезен, потому что до кризиса люди не занимались настоящим бизнесом. Можно было просто что-то купить, что-то продать и зарабатывать. Но после кризиса они должны были обращать внимание на управление бизнесом. И поэтому для нас появилась возможность предоставлять услуги. Это e-commerce бизнес. Мы делаем процессинг для оплаты картами на интернете. Потому что если человек покупает или товары, или услуги на интернете, и он хочет платить картой, нужен особый процессинг. И мы предоставляем именно этот процесс. Мы обслуживаем интернет-сайты, мы обслуживаем банки, которые делают тоже переводы с одной карты на другую. И мы обслуживаем большие фирмы, например, мобильные операторы, которые их клиенты, они хотят покупать единицы картами на интернете. Все покупки на интернете картами. Это, наверное, культурный шок для вас. Да, когда переехал. Это вам было сколько лет? 18. 18? Прямо с Усикуля или Бишкека? Прямо оттуда? Усикуля сразу. Ничего себе. Да. Как вы поступили? Просто так? Это программа какая-то? Нет, если честно, это был колледж. И как бы it was affordable. И у меня знакомые там жили уже. Они сказали, you can apply. Не было никакого scholarship, ничего не было. Я просто подал. А вы знаете, что вы сами платили и все? Да. Молодец. Но культурный шок, я уверен. Но с точки зрения погоды немножко похож. Очень похоже. Да. Зимой холодно было. Небраска там тяжелая погода. Вы именно про Небраску, да, что культурный шок? Да, да. Почему? Потому что это какой-то странный штат? Нет, Небраска, он может сам сказать, но Небраска там это не Нью-Йорк. Там это центр Америки, это настоящая такая. Вот это те, которые голосовали за Трампа. Самая оттуда. американская база. А казахский мин казахша, казар мин казахша окимен, брак жақсы студент емеспін, себебі уақыт жоқ, жұмыс көп, бірақ мүмкін 2 жыл мен қазақша оқимын. Аздап қазақша білемін, бірақ кешіріңіз, себебі көп қазақша емес, бірақ қазақша бар. Мен қазақша бірінші Алматыда оқидым. Менің мұғалімім Казгуден, өте жақсы мұғалім. Ол шетелдіктермен оқиды. Бірақ мәселе бар. Алматыда барлық адамдар
орша сөйлеседі. Я продолжаю, мен қазақша Нью-Йоркте оқимын. Мен мұғалім таптым. Топ бар NYU-де. Осында бір рет аптада жексенбіде. Казахский, потому что я провожу очень много времени в Казахстане. У нас родственники, когда у нас бывает, например, свадьба или той, все на казахском, чисто на казахском. Поэтому у меня чувство, что мне надо понимать, что происходит. И частично это тоже уважение. Потому что у меня есть бизнес в Казахстане. И я считаю, что это уважение к людям, к стране, чтобы говорить на родном языке. Это на самом деле, это звучит неправильно, но я могу сказать, что мое чувство, что для казахов казахский язык это очень близок к сердцу. И это меняет отношения, когда можно говорить на этом языке. Например, русские, это полезно, что я говорю по-русски, но многие говорят по-русски. Разные нации говорят по-русски. Английский, да, и английский ничего не значит. Это не просто вопрос, что это редко, но это что-то есть домашнее. Вот что-то от дома. Да. Я вижу, как отношения меняются, когда можно перейти на казахский. Потому что в основном только казахи говорят на казахском. Нет, я это делаю не для этого эффекта, но я просто замечал, что есть такая разница. Но у меня тоже другое чувство, что чтобы понять страну, надо разговаривать на родном языке этой страны. То, что я могу сказать, что когда мы бываем в Казахстане, как иностранец, то, что русское влияние, то, что советское влияние, и что это значит для казахов, это очень трудно отличать. Потому что мы воспринимаем, что это есть казахи, но на самом деле это сейчас не казахи, это казахи, русские и советские. Все в одно время. И чтобы это понять, надо поехать в такие места, как в Китай, Урумчи, то, что вы будете делать в Монголии, в другие места. И потом можно видеть, как развиваются казахи, развивались без русского влияния. Знаешь, что нет русского языка? Вообще нет. То, что в Казахстане мы пишем на кириллице, что мы говорим на русском, это случайность истории. Рядом, там Урумчи, они не говорят на русском, они не пишут на кириллице. Это у них другая история. Был первый раз в СССР в 1974 году. Поэтому я видел СССР. И они, советские, они очень много дали Центральной Азии. Они дали образование, они дали технологию, развитие, медицину, в каком-то смысле структуру общества. Это большое дело. Но это не бесплатно. Что они в то же самое время они изменили структуру, они изменили общество. Надо иметь в виду, в Америке мы все иммигранты. Но есть другая разница. Те, которые приезжают сюда, у них есть инициатива, или они учатся, они работают. Это хорошо. Но я думаю, что когда они здесь бывают, казахи, они чувствуют себя больше казахами. Потому что когда человек у себя на родине, он не замечает, что это такая родина. Но когда он уже уехал, он скучает, и он понимает, чего нет, чего не хватает. Поэтому я вижу чуть больше патриотизма, когда они не народные.
Это естественный процесс. Но наши велосипеды здесь, напротив, да. Хорошо?